Говорит Москва, показывает Флоренция. Стадио Артемио Франки принимает у себя второй по счету матч итальянского сезона 2006-2007. Вот и дождались мы этого момента, когда стартовал пятый по счету чемпионат ведущей пятерки из европейских. И матч нам предстоит сегодня увидеть самый что ни на есть принципиальный. Фиорентина против Интера. Это всегда интересно, это всегда значимо. Как сложится, ну, по истечении 90 минут игры мы скажем, но, по крайней мере, по вывеске это кажется очень даже неплохо. Сегодня мы будем работать в паре с Олегом Пирожковым. Это наш дебют, имеется в виду пара Олег Пирожков и Дмитрий Сабин. И я думаю, что мы вас не разочаруем. Добрый вечер, уважаемые любители футбола. Да, мы в ожидании очень интересного матча. Обстановка на стадионе просто фантастическая. Ну а сегодня вот я, например, не отказал себе в удовольствии. Посмотрел последний на данный момент матч между этими командами в чемпионате Италии. Он состоялся здесь же, на Артемио Франки, в феврале этого года. 2-1 тогда Фиорентина выиграла. Зрелище было просто потрясающее. И качество игры, и содержание ее просто вдохновило на просмотр очередной дуэли вот между этими соперниками. Действительно, обстановка наэлектризованная. Все действительно дождались уже, когда, наконец, стартует чемпионат Италии. Должен он был начаться в конце августа. Сами понимаете, по какой причине не стартовал тогда. Все дело в скандале вокруг разного рода историй вокруг итальянского чемпионата, о которых вы, безусловно, знаете. Их много, этих историй, они обросли уже легендами. И вот футболисты, как никто другие, наверное, хотят развенчать миф о том, что итальянский чемпионат – это только то, что покупается и продается, а это именно, прежде всего, что это именно игра. Футбол, мяч, и нам, безусловно, это предложат именно, наверное, в первой трансляции сегодня. Давайте все-таки сначала почтим память великого Джанчинто Фатетти, игрока легендарной итальянской сборной 68-80-х годов, игрока Интера, за которым закреплен третий номер и, наверное, теперь уже навечно. Рады, что вы нас поддержали вместе с футболистами, и надеюсь, что в этот момент вы тоже, как и мы, ненадолго прервались в рассуждениях о том, как сложится сегодняшняя игра. Но давайте сразу, не откладывая дело в долгий ящик, огласим состав, в которых команды вышли на поле. Наверное, начнем с гостей, по традиции мы так это делаем, чтобы привлечь внимание именно гостевых болельщиков. Итак, вот какой состав на этот матч выставил Роберто Манчини, главный тренер Интера. В воротах под первым номером Франческо Тольдо. Линия обороны справа налево. 4-й капитан команды Хавьер Санетти. В центре 23-й Марко Матерацци и 2-й Иван Рамиро Кордоба. На левом фланге обороны играет Майкон. У него 13-й номер. Полузащита также справа налево. 15-й Оливье Дакур. 19-й Эстебан Камбьяса. 14-й Патрик Виера. Ну и под нападающими Луиш Фигу под 7-м номером. И пара форвардов. 8-й Златан Ибрагимович и 18-й Эрнан Креспо. Роберто Манчини, главный тренер Интера. В воротах Себастьян Фрей, номер 1. Линия обороны Дарио Дайнелли, 3-й номер. Алессандро Габберини, 5-й. Мануэль Паскуаль, 23-й. Томаш Уйфалуша, 21-й. Полузащита. Мануэль Блази, 17-й. Марко Донадель, 4-й. Массимо Гоби, 19-й. Фабио Леверани, 11-й. Пара нападающих. Адриан Мутту, 10-й. Лука Тони. Величайший бомбардир, наверное, после Габриэля Батистуты и Джанкарло Антониони, но Джанкарло Антониони все-таки был не бомбардиром, но тем не менее знаковой культовой личностью для Флоренции. Так вот, Лука Тони влюбил в себя флорентийцев по прошлому году своими 31 забитым голом и блистательной игрой. Так вот, он под 30-м номером, он в команде, он никуда не ушел, он здесь, и он вышел на поле в стартовом составе, хотя в стартовых, в предсезонных матчах участие принимал постольку-поскольку, в кубковых играх вообще не играл, набирал форму. Вот его тяжба с продлением контракта или уходом в другой клуб, она, конечно, сказалась и на нем, на его временном отлучении, надеюсь, временном от сборной, и, наверное, все-таки на результатах той же сборной Италии тоже сказалось. А Лука Тони – это футболист, который приковывает к себе внимание. Ну и главный тренер Чезаре Пранделли, он тоже никуда не ушел, он конструирует игру по своему усмотрению второй сезон Фиорентины Фриан.
Ну а главный судья сегодняшней встречи Роберто Рассетти, он уже несколько раз был в кадре. Ну а мы видели уже пару попыток Фиорентины остро атаковать, и передачи шли именно на Луку Тони. Он под 30-м номером, под своим привычным номером, и вот в одной из атак только расторопность Кордобы спасла Интер от серьезных неприятностей. Ну, понятно, что на первых минутах команда не форсирует эту ситуацию, присматриваются друг к другу. Есть изменения в составе, куда уж без них по ходу лета. Их произошло, в принципе, довольно много в Фиорентине и, может быть, не слишком много в Интере. Ну, это что касается жизни Интера на протяжении последних 5 лет, наверное, немного. А так, если сравнивать с другими клубами, то вполне даже довольно прилично изменилась команда. Имеется в виду, может быть, не в данную секунду, в которой присутствует 11 человек на поле, а имеется в виду вообще. Сейчас мы об этом поговорим, пока у нас вот момент, такой легкий момент. Франческо Тольдо против своих бывших. Потом так как сработал против Адриано Муту. Адриан Муту — одно из приобретений Фиорентины. Часть сделки по переходу Валерия Боженова из Фиорентины в Ювентус. Так вот, Муту пришел, Боженова отдали как бы в аренду годовую, еще доплатили некоторую сумму денег за него. Ну и Чезаре Пранделли — один из немногих тренеров, а может быть даже единственный, кто нашел подход к строптивому румынскому и очень, безусловно, талантливому игроку. Так вот, Адриан Муту, надеюсь, вновь расцветет своими красками. А то, что это игрок незаурядный, наверное, вы не будете спорить. В Фиорентине, своей новой команде, в очередной европейской и уже не первой итальянской. Верона, Парма, Ювентус, теперь Фиорентина, уже 4-й по счету. Уже была целая серия жестких стыков в этом матче. Вот последний из них вы только что наблюдали. Это Марко Донадель. Так жестко сошелся с Патриком Виейра в центре поля. И Фиорентина снова в атаке. Это Лука Тони. Ну да, он сблизился с защитником и, в общем-то, нанес удар, не входя в штрафную. Все правильно, вроде бы, по сути. Первый удар Лука Тони в нынешнем сезоне. Прижал мяч к земле. Ну, нормально сыграл, учитывая, что действительно Тони сейчас не в лучшей форме, в не лучших физических кондициях. А как их еще не набирать, как через игру, это, наверное, вполне оправдано. Камбьясо. Очень интересно было бы посмотреть за Фабио Гросса сегодня в составе Интера, но он в запасе. Несколько подорвало его здоровье участие в отборочном турнире чемпионата Европы в составе сборной Италии. И вот не очень здоров Фабио Гросс. И вот в результате пришлось Роберто Манчини поломать голову. Ну как, относительно, опять же, поломать голову над расстановкой в обороне. В результате Хавьер Санетти теперь у нас вроде как слева действует, а Майкон, бразилец, новобранец, который пришел в межсезонье из Монако, вот он, судя по всему, действовать будет справа. Так что Санетти, капитан команды Интера, сторожил, уже около 10 лет играет, да и все 10 играет в составе Интернационале. Так вот, как раз Хавьер Санетти играет слева. Сегодня это уже можно сказать на 100% точностью, он играет слева, а справа Майкон. Вот он, перед вами. Два ярко выраженных бровочника в составе Интера. Но вот когда я говорил о том, что в полузащите там Дакур правее, Виейра левее, ну понятно, что это условная расстановка. Это полузащитники, которые будут играть в центре поля, в средней зоне. Ну а фланги оба на откуп как раз Майкону и Санетти. В Фиорентине появился свой горбатый, это Массимо Гобби. Ну, наверняка вы поняли, Гобби, горбатый, это с итальянского. Вот появился свой. Пришел из Кальяри, 2 сезона провел от звонка до звонка в сардинской команде. Теперь его очень хотел видеть в своих рядах Чезаре Пранделли, и вот определил его на правый фланг. Собственно говоря, где он и действовал в составе Кальяри. Ну и вообще, видоизмененный довольно сильно по сравнению с прошлым сезоном средняя линия Фиорентины. Есть из старых наших знакомых только Марко Донадель, вот в стартовом составе присутствует. А так все остальные сплошь да рядом новые лица. И Блази, и Ливерани, и Гобби, о котором шла только что речь. Ливерани пришел из Лацо. Блази, у него довольно тяжелая судьба, но сопоставимая с судьбой, наверное, Энцо Морески. Других игроков, которые принадлежат Ювентусу и которым раздаются направо-налево в аренду. Ну, сейчас Ювентус у самого тяжелая судьба. Команда играет в серии Б, мы впервые смотрим сезон серии А на канале ТВ+ Футбол без Ювентуса. Так вот,
Мануэль Блази, бесспорно, очень одаренный футболист середины поля, классический центральный полузащитник, но с претензией на место и под нападающими, а также и способность сыграть на бровке, то вот Мануэль Блази теперь может раскрыться в Фиорентине под руководством Джинри Брандо. Донадель с мячом. Чуть-чуть, может быть, больше стал мяч держаться у Интера, чем на первых минутах, но пока до ворот соперника дойти им никак не удается. Но пока осторожничают футболисты той и другой команды. Паскуаль. Это его фирменная передача в штрафную, даже на линию вратарской, в расчете на то, что Тони, а может быть и Муту, может быть, не так у них хорошо еще сыгранность отлажена, откроется на передачу. Раньше под 19 номером в составе Фиорентины по прошлому сезону очень неплохо проявил себя футболист чилийский Хименес. Он сейчас не в составе Фиорентины, он будет играть в составе Лацио в нынешнем сезоне. В общем, это может быть и не потеря, но, безусловно, хотелось бы продолжить наблюдать за его карьерным ростом на Пине. Хименес, кстати говоря, вот в том матче, в последнем матче здесь на Артемио Франки, между вот этими соперниками в чемпионате Италии, забил победный гол. Ну, там счет был 2-0, потом Рикобо один мяч отыграл, 2-1 сыграли, но вот второй мяч забил как раз Хименес. Атака Интера, может быть, первая такая по-настоящему острая атака, это Эрнан Креспо. Пытался раскачать защитника, удар по воротам и очень опасный удар, как же здорово Фрей играет. Вот так вот Креспо напомнил о себе итальянцам после возвращения из Англии. Незаурядный игрок. Может быть, в последние годы судьба его сильно поломала. Бесконечные метания между Англией и Италией до добра не довели, но вот этим своим действием, причем не только даже ударом, а вообще целыми берут действия проход, получение мяча и обработка, и дальше обыгрыш соперника, и приходит штрафные удары. Это, конечно, сильное впечатление произвело. А сейчас после этого последовал угловой, и опять же Креспо нанес удар, открывшись на угол вратарской. Я бы сказал, в своем фирменном стиле, вот сколько десятков таких вот мячей он забил, да, в разных чемпионатах, и сейчас достаточно плотный такой удар, и мяч, ну, сантиметров на 50 выше перекладины пошел. Креспо вновь выиграл борьбу, вновь оказался первым на мяче при подаче углового, так что вот в течение минуты дважды угрожал воротам. Вот так вот первый звоночек для Фиорентины у своих ворот. Павлуша с мячом. Безадресная передача. Поле, кстати, оставляет некоторые вопросы. Флоренция серьезно готовились к старту сезона, но, может быть, в какой-то степени подвела их ситуация с тем, что первоначально, когда вот наказания впервые были оглашены, и Фиорентину отправили сначала в серию Б, а потом вроде как вернули в серию А с минус 19 очков, таким вот гандикапом, и при этом запретили играть первые 3 игры на стадию Артемио Франки. Серьезно бы ударило по, наверное, психологии футболиста, потому что здесь, видите, какая обстановка. Она располагает к активным действиям. А играть Фиорентина должна была как 2 месяца без своих зрителей. Это испытание серьезное. В общем, на 19 очков отстает Фиорентина от Интера. Мы вот это забыли упомянуть. И это накладывает серьезный отпечаток, в общем, на весь чемпионат. У нас необычный чемпионат Италии. Минус 8 у Милана, минус 11 у Лацио, минус 19 у Фиорентины. Еще минус 15 у Реджино. Но об этом потом. А сейчас атака Интера опасна. 1-0 первый гол. Но не в чемпионате, а первый гол Интера в чемпионате. Эстебан Камбьяса открывает счет 1-0. И вы знаете, вот мы сейчас будем смотреть повтор. Я бы отметил действие Луиша Фигу. Он не коснулся мяча в этой атаке, но он увел защитника направо. Потом последовала передача в центр на Креспо, потому что, вот смотрите, да, вот, Креспо оказался без опеки на какую-то секунду. Ну и дальше вы сами видите развитие атаки. Гол в исполнении Камбьяса, но очень здорово без мяча сыграли футболисты Интера в этом эпизоде. Особенно, конечно, вот Луиш Фигу, который был справа. Ну и удар, конечно, очень хорош. В притирку со штангой здесь уже и Фре не помог. Я бы отметил, все-таки ты, наверное, имел в виду, что Ибрагимович пас отдавал налево. Это Златан Ибрагимович был, а комбинацию начинал с своей бровки никто иной, как Майкон. Вот мы говорили о том, что это потеря, безусловно, для Манчини, отсутствие Гросса. Видите, вот Майкон выходит и начинает полевую комбинацию. Что ж, 0-1, это в дебюте матча. Я упоминал о том, что это не первые голы в серии А в нынешнем сезоне, но об этом опять после того, как завершится атака Фиорентины теперь уже. Вот она захлебнулась. Рома сыграла первую игру в чемпионате. 2-0 выиграла, отличились Де Росси в первом тайме и Манцини, бразилец, во втором. Вот так вот Рома, который позиционируется как главный конкурент Интера в борьбе за чемпионство,
свете вот этих всех очковых штрафов в чемпионате, вот Рома выиграл, и теперь черед за Интером. Но выиграть на Артемио Франки, даже поведя в счете в дебюте, очень сложно. Санетти на левом фланге пока не дают особенно разбежаться. Вот и сейчас попытка была не слишком удачной, но с мячом гости. Центр полузащиты на 2/3 французский у Интера. Там играют и Виера, и Дахпур. Ну и вот вместе с ними Камбьяса, который уже сегодня забил. Упомяну еще один такой момент. Интер в последние 5 сезонов начинал с побед. Это о многом говорит, не правда ли? Последний сезон, когда Интер уступил в стартовой игре, относится к чемпионату 99-2000. Помните, под руководством Марчелло Липпи, все вот в свете успехов Марчелло Липпи с Ювентусом и со сборной забыли о том, что у него был неудачный период в составе Интера. Так вот, выступил Интер тогда, на старте того сезона, 99-2000, на выезде на юге Италии, в Реджо ди Калабрии, Реджине 0-1. И это был, кстати, единственный матч Липпи во главе Интера в чемпионате Италии. Наложился он тогда на вылет команды из Лиги Чемпионов после третьего отборочного раунда. Помните, проиграли интеристы Хельсинкбургу, неожиданно довольно. Ну и вот поражение 0-1 на юге Италии от Реджино убило тогда в Липпе, может быть, в руководстве Интера желание продолжать совместную работу. Ну, прошло уже довольно много времени, так вот с тех пор Интер на старте сезона не проигрывал. И вот идет пока в первой своей игре, можно сказать, игре, в котором, как бы не относились к чемпионству Интера, а все-таки команда чемпиона Италии. Уефалуша с мячом через центр. Вот так тщательно свою атаку готовит Фиорентина. По правде говоря, и вариантов особых не было для того, чтобы быстро одним пасом перевести мяч в чужой штрафной. Вот сейчас, может быть, получится, но здесь Уефалуша до мяча уже не добирается, мало того, и свисток был. Фиорентина уже успела вылететь из Кубка Италии. Проиграла на втором раунде Дженуа со счетом 0-1. Выездная игра была. Итак, вопрос о том, серьезный ли уровень серии Б. Вот сегодня Ювентус сыграл ничью 1-1 на выезде с Римини, командой, неприметной командой, и играя при этом весь второй тайм практически в большинстве. Так вот, Ювентусу сложновато будет, наверное, так не напрягаясь, выиграть чемпионат во втором по значимости дивизионе итальянском. Ну и вот неудивительно поэтому, что Фиорентина проиграла команде Дженуа. И Ювентус тоже, кстати, вылетел уже из Кубка Италии, проиграл Наполи. А Интеру еще вступить в борьбу предстоит и отстаивать звание обладателя Кубка Италии. Ну, это уже подход. Передача на Тони. Справа. Очень неплохо вот там на правом фланге взаимодействовали Блази. И вот он отдал мяч Муту. Это именно Муту простреливал на Луку Тони. Тот чуть-чуть опоздал. Ты знаешь, мне кажется, что Пранделли не зря пригласил Муту в состав. Очевидно, что он памятует о сезоне, когда Муту буквально феерил в составе Пармы на пару с бразильцем Адриано, который, кстати, между прочим, сейчас не играет, он в запасе всего лишь. О запасных мы поговорим на матч, наверное, на старте второго тайма или по мере поступления информации по ходу первого. Вот, тот сезон замечательный для Пармы, который завершился попаданием в Кубок УЕФА, когда уже Парму стали одолевать финансовые проблемы, увенчался блистательной игрой пары нападающих дуэта Муту-Адриан. Вот как бы Пранделли считает, что Тони вполне может быть отведена роль бразильца Адриана, а Муту будет как бы самим собой образца 5-летней давности, 4-летней давности. Посмотрим, поживем, увидим, но есть еще такой футболист, как Джанпаоло Пацини, игрок молодежной сборной Италии, 2 года назад признававшийся лучшим молодым игроком на Апеннинах, который забил 2 гола вот как раз в кубковых матчах на старте нынешнего итальянского сезона. Пацини немножко травмирован, у него некоторые проблемы с коленом, поэтому он и вроде как находится даже не в запасе. Я сейчас перепроверил информацию, он даже не заявлен на этот матч. Вот Интер получил мяч под контроль. Явление такое нечастое в последние несколько минут. Ибрагимович. Гамберини против него. Вот с двоими поборолся Ибрагимович. В итоге, в конце концов, мяч потерял. Быстрая атака у Фиорентины получится или нет, сейчас увидим. По крайней мере, набирают Уефалуша скорость, но
Будут ли через него играть? Нет, через центр, скорее всего, пойдет атака, и уже, можно сказать, что она в такую позиционную фазу перешла. Старается задействовать по большей степени Ливерани. Бывшего игрока Лацио, дирижера атак римлян и, в общем, конструктора созидательных действий в конце прошлого сезона, второй половины, когда Лацио действительно выглядел неплохо. Вот удар по воротам, это первый удар в створ ворот. Ну, если не считать в начале удар Тони, который, ну, согласитесь, был не опасный. Это уже что-то. И теперь ответ Интера. 2-3. Атака, даже не атака, а контратака несколько притормозилась. Но это только на первый взгляд, лишь потому, что малочисленная группа поддержки позволяла Златану Ибрагимовичу решать все самостоятельно. Вот он и сделал так, ударил по воротам. Многие обвиняют его в некоторой индивидуализации, вот то, что тянет Ибрагимович на себя одеяло часто, но, знаете, это все-таки оправдано. Вот если по этому эпизоду, там, безусловно, конечно, слева поддерживал атаку Креспо, но пас на него не проходил ни при каких обстоятельствах. Конечно, решение, которое принял Ибрагимович, на мой взгляд, оно было единственно верным. Ну, а мы видели, что Адриан Муту потревожил вот как раз в предыдущей атаке Интер и конкретно Франческо Тольда. Бразилец Майкон, тут как тут, на месте, пока оставляет самое приятное впечатление в первые 15 минут. Сыграно уже столько, даже побольше, уже около 20, 1-0 впереди гости, и угловой подают хозяева. Без особых проблем ликвидирует вроде как неплохую ситуацию с развитием атаки Фиорентины, футболисты Интера. Правда, продолжение следует. Это Донадель, очень неплохая передача, правда там офсайд, но по исполнению, согласитесь, вот такой пас на метров, наверное, 60, сколько там мяч прилетел, это, конечно, вот в плюс Донаделю. Он несколько раз активно играл в центре в отборе, ну а сейчас вот показал, что поле видит тоже очень-очень неплохо. Дакур. Перед ним Донадель, цветной пес флорентийской команды. Он просто так не отцепится ни от Дакура, ни от его партнеров. Тем не менее, сохраняет пока гостный мяч в середине поля. Нацеленность на борьбу очень серьезная у Интера. Все-таки стать на бумаге чемпионом и стать по игре — это несколько разные вещи. И, конечно, хотят футболисты Интера, ну уж точно в этом сезоне выиграть уже все и на поле. Добби немножко жонглировал мячом, ну а потом подарил сопернику. Пока слишком, как-то, мне кажется, бросается в глаза несыгранность середины поля у Фиорентины. Я уже упоминал о том, что это неудивительно. На 75%, вот если касается этого матча, изменилась команда. Привыкли мы там видеть Фьора, вот сейчас Торино. Хороший игрок, даже, наверное, очень хороший. И нашел ему Пранделли все-таки место на поле по ходу прошлого сезона. Задействовал по большей степени не в центре, а на фланге. Но вот Фьоре очень ждал, что предложит ему продлить контракт, а вот руководство посчитало иначе. Вот наконец-то не прошел даром рывок Уйфалуша, правда мяч он, увы, получил уже не на ход, а даже чуть назад, поэтому атака притормозилась и в итоге потеря. Ибрагимович глубоко отходит, здесь его встречает, здесь нарушение правил. Розетти фиксирует незамедлительно. Вообще Розетти теперь, в свете того, что не участвуют многие представители судейского корпуса, которые запятнали себя по ходу прошлого сезона, вот Розетти может выдвинуться в число, ну, даже не ведущих, а, наверное, лучшего судьи по ходу чемпионата. Об этом тоже мы посмотрим по ходу сезона. Но есть предпосылки ко всему этому. Розетти один из немногих опытных судей, которые в свете вот всего этого скандала никак себя не запятнали. Его имя даже ни разу не упоминалось в скандальных хрониках. Специально смотрел, вот даже удивился. Уйфалуша с мячом. Он капитанит сейчас у Фиорентины. И опять потеря, и контратака Интера всегда опасна. Здорово, пас не прошел, да? Здорово, там до этого Креспо сыграл пяткой, это фигу, передача Эрнану Креспо, нет офсайда. Тем не менее, смотри, схитрился сделать передачу, какой же контроль у него над мячом, серьезнее. Майкон, Дабо. Так оккупировали чужую половину поля, чуть не штрафную уже вошли. А там всего 2 человека, теперь уже 3, подача! И вот эта подача как раз на Эрнана Креспо, но на этот раз он даже выпрыгивать не стал, там защитник позиционно очень грамотно сыграл и отрывал. Был. Вот мы смотрим
действительно просто издеваются над Фиорентиной пока в эту минуту футболисты Интера. Лука Тони вынужден на свою половину поля отходить в поисках мяча. Сейчас Матерацци против него жестковато сыграл. А вот эта вот попытка Ибрагимовича ударить через себя. Он может и таким образом пробить и забить. И я думаю, что итальянцы это знают не хуже, чем, даже лучше, чем кто-либо иной. Как тебе новый имидж Марко Матерацци, как вам всем? Но он всегда хорош. Безусловно. Атака Фиорентины. Левым флангом она развивается. Очень неплохо Блази там действовал. И передача тоже неплохая была, по сути. Не прошло. Дабо. Глубоко играет довольно. Дафур, конечно, Дафур. И вот здесь уже Эстебан Камбьясо на коротке с Санетти. Снова Камбьясо, но здесь закопался буквально, в итоге мяч потерял. Без нарушения отобрали хозяева. Это постарался там Блази, но вот быстрой атаки опять же не получается. Паскуаль назад. Паскуаль, в общем-то, вызывался в сборную Италии, вот на расширенный сбор. Был в команде перед матчем с хорватами, был перед Литвой, но в заявку не попал. На поле мы его так и не увидели. В общем, открытие прошлого сезона, как он себя покажет во втором, очень весьма и любопытно. Хотелось бы получить сборной Италии нового Гросса. Есть Киелини, конечно, но он задействован сейчас в молодежной сборной. Кстати, между прочим, молодежка выиграла оба матча в своей группе оба раза по 1-0 у Исландии и у Австрии. И к чему я это говорю, что есть в составе Фиорентины, но он сидит в запасе футболист, который и сделал Италию участником стыка с Испанией. Это Рикардо Монтолево. Наверное, безусловно, самый одаренный футболист Фиорентины из молодых. Подача углового пока у нас опять ни к чему не приводит. Подбор, правда, за хозяевами. Донадель безадресно. Там еще поборются хозяева. Вот в этой атаке мяч не уходит. Это Адриан Муту. Майкона не так-то просто обыграть, даже путем вот такого мудреного финта, который сейчас пытался изобрести Адриан Муту. Ну, в общем, умелец каких поискать. Кстати, тоже отличился в отборочной кампании, правда, с пенальти. Вот в последнем игровом туре за сборную Румынии. Много сборников сейчас присутствует. Но говорим о том, что только-только начинает набирать обороты чемпионат Италии, первые игры, но давайте учитывать то, что такие отдельные люди уже сыграли за свои национальные сборные. Вот, пожалуйста, Патрик Вьера участвовал в реванше. Не в матче реванше, как любят называть поединок Франции и Италии после чемпионата мира, а именно в реванше. Потому что матч реванша, значит, надо отобрать кубок, да, и поставить его на кон. Ну, не отобрать сначала, а поставить на кон, а потом уже забрать. Ну да ладно, это матч сборной. Что представляет сборная Италии под руководством Роберто Донадони, мы увидели. Правда, предпочел бы неделю с скоропалительных выводов. Все еще впереди. Донадони предстоит колоссальная работа. Вот только проблема в том, что группа уже более сложная. Итальянцы. 25 минут у нас в матче первого тура Фиорентина Интер 0-1. Сегодня, кроме матча Рома Ливорно и нашего матча очень никаких игр нет, остальные завтра и прямая трансляция поединка Милан-Лацио в 17:00, 15 минут по итальянскому времени. Ну и что можно сказать по этим 25 минутам? Пока атаки, а по большей части контратаки Интера выглядят поострее, чем наступление, я бы так вот такой термин применил, Фиорентины. Но вот сейчас ошибка на своей половине поля у хозяев и сам себя, можно сказать, обманул Златан Ибрагимович, потерял мяч. Он иногда сам себя пытается обыграть, складывает впечатление вот такими вот действиями. Вроде кажется неуклюжим, а иногда произведет какое-то действие на поле и за гол схватится, правда. А вот могло одно из таких быть. Креспо очень активен, перемещается по фронту атаки. Сейчас вот именно его этой передачей искал Камбьясо и Санетти слева. Пока чувствуется Фиорентина не в своей тарелке. Кстати говоря, в последний раз фиалки дома не забивали аж как давно. Аж в мае 2005 года, по-моему, поединок с Аталантой 0-0 сыграли. Вот просто взял на скидку, вспомнил прошлый сезон, не было ни одной игры, когда Фиорентина дома не забил.
Дакур и Матерацци. Вот два человека, которые наиболее часто палят в составе Интера пока вот в этом первом тайме. Сейчас Матерацци нарушил правила. Удар по воротам. Неплохо, но здесь Кордоба. Так просто его не обманешь. Но удар упал еще уже просто как ради приличия был нанесен, чтобы завершить атаку, поставить не хотя бы многоточие. Сильно изменились составы команд. Вот, даже если вспомнить, опять же, возвращаясь, может быть, в последний раз к тому самому матчу, который они между собой сыграли в феврале, вот здесь на Артемио Франки, вы знаете, по 4 человека из каждой команды, вот тех, кто принимал участие в том матче, вышли в стартовых составах на поле сегодня. Согласитесь, изменения более чем существенные. Ну, есть те, кто в запасе остался, а есть те, кто уже клубы покинул. Знаешь, мне кажется, для Интера, например, колоссальная потеря — это все-таки уход Верона. Как бы к нему не относились болельщики интернационали, мне кажется, что это футболист, который может атаку развернуть на 180 градусов в разные стороны. Имеется в виду вправо или влево. Но это команда без Верона и без Писара. А в центре поля надо соображать теперь Камбьяса и, по сути, Фигу, наверное, да? Фигу теперь не на фланге, у нас в центре вроде как действует. Но это, мне кажется, ситуативно все будет. Фигу такой футболист, который не привязан к какому-то одному месту конкретному. Безусловно, он будет и на фланге, безусловно, он будет и влево уходить. И наверняка будет в центре. Нам вот расстановку присылают, и мне сразу возникли вопросы, куда Фигу запихнуть. Я бы, например, на месте Роберто Манчини очень сильно поломал бы голову, куда мне определить этого футболиста. Наверное, никуда. Ну вот он, пожалуйста, с мячом и на левом фланге. Да, Фигу сегодня уже появлялся везде. Но вот помним голевую атаку, когда он ушел влево, именно его рывок создал пространство в центральной зоне. По большей части все-таки он действует в центре, но вот мы его уже и слева успели заметить, действительно. Гамберини все-таки неаккуратно действует, навыка отбора чистого у него не очень хорошо присутствует, и вот в очередной раз он это показал. Перспективный игрок — это, конечно, хозяева Фиорентины. Диего Делавалли на ваших экранах только что промелькнул. Правда, камера туда-сюда юлила, и сконцентрироваться в этом седовласом уже человеке в очках, головном магнате, которого очень хороший бизнес в Италии, который на хорошем счету и, в общем, имеет хорошую репутацию. Безусловно, вот вся ситуация, которая летом случилась, наверное, больно ударила, и в том числе по здоровью этого человека. Не вышел сейчас удар у Патрика Виейра, а так позиция была очень даже неплохая, убойная, можно сказать. В центральной зоне не доглядели за ним футболисты Фиорентины. Я смотрю, что Ибрагимович в последние несколько минут ушел налево и больше вот действует с левого фланга, смещаясь в центр. Ну и вот сейчас подключался очень опасный Виейра. Паскуаль. Безусловно, передача, я ее ожидал и думал, когда же он ее сделает. Продвинется чуть дальше, а решил сделать сразу. Пока нет шанса у Паскуаля проявить еще одну сторону своего футбольного таланта. Это, я имею в виду, стандартное положение. Конечно. Да. Конечно, я знал, что ты об этом скажешь. Безусловно, что стандартное исполнение Паскуаля — это всегда опасно с учетом присутствия в команде Тони. Сколько он голов забил в своей передаче? Я вот не поленился, посмотрел, опять же, статистику за предыдущий сезон. Больше половины голов. Около половины голов, чуть меньше, правда, вот так вот забил Тони с передач Паскуаля. 15 минут до окончания первого тайма, 1-0. Интер на выезде выигрывает во Флоренции у Фиорентины. И напомним, что пока единственный мяч в этом матче забил Эстебан Камбьяса. И Палуше на перехвате хорошо играет, но вперед особо не идет. Он передачу отдает. Тони. Он может зацепиться и сейчас действительно старается помочь в средней линии, почаще контролировать мяч. Это для него же полезно. Это мы видели в прошлом сезоне, отход его назад, потом маневр в штрафную, и это сильно запутывало защитников по ситуации, когда Тони вот именно уходил поглубже к своим воротам, в середине поля. Как раз Павлов много очень заработал, как для Паскуаля и для себя. Борцовский прием. Паскуаль в данном случае действовал не как джентльмен, но вот пожали друг другу руки, игра возобновилась. Марко Матерацци смотрит, кому сделать передачу. Не стал рисковать, Фигу сыграл. Фигу диспетчер, Санетти, вновь Фигу, перевод направо, Майкан. Свободной зоны много довольно здесь, да? Дакур. Контроль мяча хороший у Интера, без особого продвижения вперед, позволительно, команда ведет в счете.
И вот так вот можно понервировать хозяев. Все-таки, когда твоя команда ведет в счете, еще и мяч хорошо держит на чужой половине поля, это действительно соперника действует угнетающе. Фигу ошибся, там до Дакура мяч не дошел, но и Фиорентина в попытке контратаки сыграла неудачно. Мне кажется, сказывается вот этот очковый дефицит, минус 19. Очень сложно с ним стараться как-то не обращать на него внимания и играть. Вот, честно говоря, очень много матчей Фиорентины видел в прошлом году. Такой скованной команды не видел. Всякое бывало, и помню матч в Парме, когда 2-0 был, потом 4-2 команда выиграла в итоге. И куча ошибок на первых минутах, несуразные действия защитников. Тем не менее, вот такой скованный не видел. Фабио Ливерани был только что на ваших экранах. Правым флангом Фиорентина атакует. Это Уйфалуши. Обрати внимание, ведь и вариантов для продолжения атаки нет. Тони явно не в хороших кондициях. Это ощутимо сказывается на атакующих действиях команды. А вот то, что наиграл Чезаре Пранделли в кубковых играх, я уже говорил, тандем Пацини Муту, как бы не может он этим начинанием воспользоваться по причине травмы молодого игрока, члена сборной молодежной Италии. И вот Муту вроде как ушел в тень, и сейчас о нем не вспомнишь, последние минут 10-15. Попытались гости подключить Чезаре Пранделли к игре. На него, видимо, эта передача предназначалась. Ну а Фиорентина пытается очередную атаку организовать. Уйфалуши из-за боковой. Там Ясо, на фигу. Потеря. И вот Тони, куда приходится мне действительно отходить. В поисках мяча. В предыдущем сезоне Тони забил уже в первой своей игре, в первом же туре за Фиорентину. Сумеет ли сегодня? Тони вроде бы здорово развернулся, но там страховали друг друга защитники Интера. И вот теперь быстрая контратака. Ну, численный перевес подавляющий у хозяев на своей половине поля. Но вот, однако, острый прорыв. Это Ибрагимович пытался 1 в 1 обыграть. Опять же, по ситуации единственно верное решение. Я бы обратил внимание, что не умением, а числом скорее оборонялся Фиорентина. И вот число как раз и сказалось. 2 на 6 поперли и в итоге потеряли мяч футболисты Интера. Но это оправдано. Когда вдвоем атакуешь такую вроде насыщенную оборону, ну на что можно уповать? Ну только на индивидуальные действия. На этот раз не прошло, может пройти в следующий раз. Тони. Уйфалуши. А куда давать-то? Вот смотри, Тони отошел, да, и мяч пролетает над его головой в итоге. Опасности кот наплакал у ворот Франческо Тольда. Да, вот так вот можно вспомнить удар Муту, да, очень неплохой, когда в броске Тольда мяч вытащил из угла. И, собственно говоря, все. Но даже не в броске, он просто, я уже говорю, не спас, а сыграл нормально. Опасных моментов и не было у Фиорентины. Мало их было и у Интера, но гол-то они забили. А что еще нужно в гостях? В первой игре, когда еще немного что отлажено. И вот Интер производит впечатление довольно матерой команды уже в первом же туре. Мы помним триллер за Суперкубок 4-3, который завершился с участием Интера и Ромы. Ну вот опять удар в створ ворот, и удар по центру, и удар во вратаря. Опять, скажешь, опасно. Но здесь Муту неплохо сыграл перед тем, как ударить. Он опередил Майка, но тот, может быть, несколько опрометчиво выбросился на мяч. Ну а потом уже удар неплох, но очень здорово позицию занял Тольда, и тут проблем у него не было вообще. В этом и искусство вратаря, что не делать лишних движений, отражать, брать то, что тебе положено брать. Без суеты. А ведь каждое такое действие вселяет в защитников уверенность. Вот этот эпизод как раз из этой серии. И теперь уже на чужой половине поля Интер. В атаке Ибрагимович. Можно сделать налево. Подключался там игрок по левому флангу, по-моему. Да, это Санетти был, конечно. Как с мячом Санетти. Теперь Уйфалуши выносит мяч в своей штрафной.
Как учили по науке, но кому от этого легче? Тони, ну да, заработал штрафной. Все Фиорентине вряд ли. Что касается Санетти, еще раз отмечу, что он достаточно редко подключается вперед, но я бы связал это с активностью Уйфалуши на этом самом фланге. Но и без того у Интера контратаки острые проходят и очень здорово взаимодействуют, и хорошее движение показывают оба нападающих. Но пока им еще предстоит только сыграться. Креско Ибрагимовича, ведь еще и Адриана, не будем забывать. Это с учетом того, что даже ушел Мартинс, уехал он в Англию, и как же не хотел с ним расставаться Манчини, говоря о том, что Мартинс единственный член атаки миланского клуба, который отличается по фактуре своей от остальных форвардов. И все-таки его отдали. Значит, не очень сильно Манчини настаивал. А вот, например, с Адриано у него не очень складываются отношения, тем не менее бразилец по-прежнему в составе команды, но вот надолго ли его хватит на просиживание на лавке? Все-таки футболист такого калибра должен играть, а вместо кого? Ну, наверное, вместо Креспо. Судя по всему, вместо Ибрагимовича, раз что купили его за такие деньги, почти за 25 миллионов, вряд ли подвергается сомнению. Тони выжимает его из штрафной буквально. Майкон один в один. Вроде Тони обыгрывать его не стал. Отпасовал Паскуалю, теперь уже прострел. На линии штрафной был совершенно один Фабио Ливерани. Вот теоретически можно было попытаться ему мяч покатить, и он бил бы без помех. Но, безусловно, прострел в данной ситуации смотрелся гораздо острее. Там 3 человека готовы были сыграть этот мяч, но по угловым Фиорентина намного Интер превзошла. Но ни один из 4 еще не принес никакого напряжения у ворот Тольда. Может быть, 5-й, посмотрим. Подача. Ну вот, пожалуйста, опять же из этой серии. Что-то со стандартами у команды не ладится. И обратите внимание, что поддают-то разные футболисты, значит, не отлажено еще любой маневр, а в стандартах это перво-наперво должно быть, не отлажено еще команда. И противовес угловой, единственный угловой в исполнении Интера, и помним, что он завершился ударом поворотом, очень опасным ударом Креспо. Да, это еще при счете 0-0. Да, Чезаре Пранделли, наверное, не позавидуешь. С другой стороны, состав команды позволяет рассчитывать на серьезные очковые приобретения в этом сезоне. Но вот чисто с психологической точки зрения упирать, продолжая на этот вариант, мне кажется, сложно команде. Ведь это надо одержать 6 побед, чтобы хотя бы в нуле. Блази с мячом. Скидочка Тони. Адриан Мутку в простой довольно ситуации мяч, в общем, отдал сопернику. Майкон. Ну, публика, кстати, благожелательно к своей команде относится. Доводилось бывать во Флоренции, поэтому могу говорить, что просто до безумия любят здесь эту команду. Мне даже сложно с чем-то сравнить поддержку. Поэтому я думаю, что даже поражение в первом туре команде простят, если только играть будет команда не так, как сейчас. А мы еще забыли упомянуть такой момент. 80 лет команде в этом году уже исполнилось. 26 августа 26 года команда была образована, 1926. Вот 80 лет. И вроде как футболисты преподнесли подарок городу, вышли в Лигу чемпионов. И такой вот конфуз потом. Креспо давненько мы уже не видели угрожающим чужим воротам. Но вот сейчас Фиорентина поактивнее смотрится и старается варьировать направление атак. И правым флангом, и левым атакуют, и пытаются вертикальными передачами мяч забрасывать на Тони, чтобы он потом уже скидывал его. Но пока вот результата нет, и контратака очередная в исполнении Интера. Фигу направо. Вот получает португалец мяч, ходит штрафной, правда, подавать только можно. Ой, какой опасный момент, и 2-0. 2-0, Эстебан Камбьясо делает дубль, но, согласитесь, нечастое зрелище. И 2-0 счет становится под занавес первого тайма. Эстебан Камбьясо, автор дубля. Как же сыграл Луис Фиго здесь? Ведь два футболиста могло замыкать комбинацию. И Креспо, и Камбьясо. Здесь был увлечен Уйфалуши борьбой с Креспо, ну, что совершенно понятно и совершенно логично. Ну, а Камбьясо остался здесь без опекуна.
Это, кстати, упрек Алессандру Гамберини. Я уже говорил, что чисто не может встретить этот защитник. В большинстве эпизодов так и позицию проигрывает часто. Обратите внимание, где Гамберини. И Фалшу просто пришлось бросать своего игрока и лететь в кресло. А Камбьяса не держал никто. 2-0, 42-я минута. Интер ведет. И, честно говоря, каких-то предпосылок к изменению даже не счета, а вот игры пока я не вижу. Нужен сейчас перерыв в Фиорентине для того, чтобы вот осмыслить то, что происходит на поле, и, может быть, какие-то замены последуют уже в перерыве этого матча. Санетти с мячом. Ты думаешь, перерыв нужен? Я думаю, что Фиорентине кровь из носа надо забить в первом тайме, тогда, может быть, как-то реанимироваться интриги. Мне кажется, что если Интер доведет до ума, а скорее всего так и произойдет первый тайм, 2-0, это почти критично для флорентийцев. И видите, минус 19, это действительно очень серьезно. Тут же не выбираешь, с кем играешь, с какой командой, с чемпионом, да, пусть на бумаге чемпионом. Но выигрывать надо почти все домашние матчи. У Фалуши на коротке, с Кнуту, ну и, пожалуйста, отрабатывать Камбьяс как оборот. Опять же, все просто, вроде ногу поставил, и даже не на угловой выбил, а за лицевую линию, за боковую линию. Все лишал. Тони! Показалось, что может быть опасно. Бороться надо, бороться! Вряд ли развитие свистнет, безусловно. Очень картинно падал Ливерани. И сейчас еще карточку схлопочет. Нет, ну повезло Ливерани. Настырность и настойчивость, она оправдана, но обратите внимание. Я не знаю, Матарадзе, конечно, много-то поставил. И, по сути, пенальти был. Мне кажется. А может быть, я хочу просто для возобновления интриги пенальти. От Марко Матерацци, один из героев последнего игрового эпизода. Но сейчас, кстати говоря, довольно опасный может быть штрафной. Потянулись к 11-метровой отметке в чужой штрафной площади футболисты Фиорентины. Вот это уже для Паскуале задача, пятеро, да? Для Паскуале задача, именно он будет подавать с левой ноги, с волшебной левой, как многие говорят в Италии, а уж во Флоренции уж точно говорят, волшебная левая Паскуаля. И вот он подает. Пока что-то золотом не обросла нога Паскуаля на старте сезона. Пока она всего лишь обычная нога. Это нога того, кого надо. Паскуаль это подтвердил. В общем, передача была неплохая на линии вратарской, но не отрепетирована. Подходит к концу первый тайм. 0-2 проигрывает хозяева. Безрадостная картина для флорентийцев, которые, наверное, как на праздник шли на стадион. Ну, безусловно, для них это праздник. Уж хотя бы то, что не лишили первых стартовых игр, этот безумно влюбленный в футбол город, а уж команду свою точно, уже рад. Ну и стадион продолжает активно жить вот этой игрой, так что пока вот незаметно каких-то таких упаднических настроений, хотя по игре действительно, соглашусь, не видно, за счет чего Фиорентина может переломить ход этого матча. Остроты в атаке нет как нет. Поймался на мысли, что вот, судя по первому тайму, ощущение складывается, что играют команды разного уровня. Ведь Фиорентину, если бы не было этих минус 19, позиционировали как одного из главных конкурентов Интера в борьбе чуть не за чемпионство. То есть вот говорили так, если бы не эти очки, которые нас списали, вот флоренцы так говорили, то, может быть, мы бы поборолись с Интером за чемпионство. Вот по первому тайму, я не знаю, мне показалось, что эти слова только как мечты могут теперь восклицать флорентийцы. Подождем, может быть, второй тайм зародит какую-то интригу, а пока отдохнем. Уважаемые телезрители канала НТВ Плюс Онлайн, на нашем канале «Футбол из Флоренции» Артемио Франки, второй тайм, матч первого тура сезона 2006-2007 итальянской серии А. 0-2 после первого тайма Фиорентина проигрывает Интеру после дубля Эстебана Камбьясу. И, в общем, можно сказать, что проигрывает по игре.
Напомним составы, в которых команды начали этот матч, ну и заодно вот на первых минутах второго тайма посмотрим, были ли какие-то изменения сделаны в перерыве. Итак, Интер. Гости. Вот такой состав выставил с первых минут Роберто Манчини. В воротах Франческо Тольдо, у него первый номер. Линия обороны справа налево, четвертый Майкон, прошу прощения, 13-й Майкон, в центре второй Кордоба и 23-й Матерацци и 4-й Санетти. Центр полузащиты насыщен 3 человека. Виера под 14 номером, 19-й Камбьяс и 15-й Дакур. Луиш Фигу под 7 номером под нападающими и 2 форварда. Златан Ибрагимович 8 и Эрнан Креспо 18. И главный тренер Роберто Манчини. Фиорентина, Себастьян Фрей в воротах, под первым номером, далее 21-й Уфелуши, 3-й Дайнелли, 5-й Гамберини, 23-й Паскуаль, 4-й Донадель, 11-й Ливерани, 17-й Блази, 19-й Гоби, 30-й Тони, 10-й Муто. Вот таких 11 футболистов определил на первый тайм Чезаре Пранделли. Ну и, собственно говоря, мы видим, что вроде как изменений не произошло. Значит, эти самые 11 футболистов продолжают пытаться изменить ситуацию. Начало просто надо попытаться. В чем, в общем, резервы Фиорентины? Ну, прежде всего, наверное, скамейки запасных. Бросается в глаза присутствие там Монтолева, я об этом говорил. Футболисты середины поля, футболисты, который дважды забил за молодежную сборную в течение нескольких дней и вывел Италию в стыковые матчи с Испанией. Ну и также есть Йоргенсен, который, безусловно, может добавить команде в скорости, ей этого не хватает. Ну а также есть форвард Реджинальдо. Вот ради него Чезаре Пранделли отказался, например, от услуг проверенного и отдававшегося в прошлом году в аренду, а летом вернувшегося в команду Кристиано Ригано, опытного футболиста, с которым Фиорентина еще пробивалась в серию А несколько лет назад. Ну, что касается резерва Интера, то в запасе вратарь Карини и полевые игроки Станкович, Крус, Адриано, Гросса, Самуэль и Гонсалес. Ну и что нам подарил первый тайм? Он нам подарил 2 забитых мяча в исполнении гостей. Один такой неоднозначный момент в штрафной Интера, когда упал Ливерани, и не поймешь, там то ли ставил все-таки ногу Матерацци, то ли он был не виноват. Но в целом Интер смотрелся гораздо, его игра смотрелась гораздо более цельной, что ли. И вот помимо 2 забитых мячей еще были очень хорошие моменты, очень неплохо открывались, взаимодействовали Ибрагимович и Креспо. Ну и тот же Креспо мог еще дважды забить. Один раз выручил Фре Фиорентину, ну и другой раз мяч прошел чуть выше ворот. У хозяев даже так вот сложно припомнить какие-то голевые моменты. Была пара ударов в створ в исполнении Адриано Муту, ну, собственно говоря, и все на этом. Ну и стоит сказать, что достаточно корректно проходил первый тайм, хотя было много жесткой борьбы, было достаточно стыков, но вот ни разу арбитру Роберто Рассетти не приходилось лезть в карман за желтой карточкой. Ну, безусловно, сказывается, наверное, еще, я вот говорил про Йоргенсена, футболист, который может на фланге усилить игру, но мы забыли о новобранце Фиорентины Сантане, аргентинце. Он пришел из Палермо. Вот тоже Чезаре Пранделли летом, например, пытался как-то видоизменить, заострить схему, что ли, под Тони, придать ему помощь быстрых фланговых игроков, как раз с одного фланга Йоргенсен, с другой Сантана. Ну вот ни один, ни другой пока на поле не присутствует. А есть Адриан Муту, который, в исключением нескольких эпизодов, микроэпизодов, наверное, в первом тайме нам не запомнился. Лука Тони зарабатывает штрафной. Оливье Дакур здесь сыграл не в мяч, а в ногу. В общем, грубым приемом назвать сложно, однако нарушение правил, безусловно, присутствует. И в результате сейчас Фиорентина зарабатывает штрафной. Не сказал бы, что сверхопасный, но 28 метров до ворот. Кто будет бить, сомневаюсь, что Паскуаль. Скорее всего, будут разыгрывать футболисты. Вряд ли кто-то отважится нанести отсюда прямой удар. Ну, посмотрим. Нет, я ошибся. Мут все-таки именно бил поворотом, попал в стенку. Вновь Фиорентина с мячом, но для этого ей пришлось уже на своей половине поля оттянуться. И Пауши воздух выиграл. И Розетти, мы забыли представить вам арбитра, он из Турина, Роберто Розетти. Вот
определившихся в пределах правил было сыграно в этом эпизоде. Ну а так Интер в то же время захлебнулась сама собой на начале. Что касается игры Интера, в первом тайме мы обращали внимание на позицию, которую занимает на поле Луиш Фигу, и для нас она оказалась, ну что ли, несколько неожиданной. Фигу действовал под нападающими, так как было указано в изначальной расстановке. Но стоит сказать, что для итальянцев, может быть, это в меньшей степени неожиданность. Дело в том, что если так вот ссылаться на интервью Манчини, на то, как он собирался строить игру команды в этом сезоне, то вот, в общем-то, определенный такой переворот, что ли, в тренерском мировоззрении этого специалиста произошел. Никогда раньше Интер не играл с тремя опорниками. Сейчас это происходит. Дакур, Камбьяса и Виера, как раз вот эти три человека в центре поля. Ну а Фигу в этом новом построении играет действительно в центре под нападающими. Но посмотрим. Судя по всему, вот эта базовая модель, которая будет принята Манчини на весь сезон, что в этой ситуации делать Станковичу, допустим, фланговому игроку, который сегодня в запасе, сказать сложно. Но вот, по крайней мере, пока схема дает результат. 2-0 команда выигрывает. Ну а Фигу очень сегодня хорош. И помимо того, что отдал голевую передачу, когда второй мяч забивался, еще несколько раз очень удачно взаимодействовал с партнерами и играл с мячом и без мяча очень продуктивно. Ты знаешь, вот вы говорили в первом тайме о том, что Фиорентине как сложно минус 19 отыгрывать по ходу сезона. Давай не будем забывать, что Интеру тоже довольно сложно. Ведь если команда в нынешней ситуации не возьмет чемпионат на футбольном поле, ну, наверное, ни одного человека не найдется, кто не посмеется над этой ситуацией. Вот поэтому, наверное, Манчини новатор по своей сути, наверное, как любой молодой тренер. Он на каком-то этапе своей карьеры, в общем, вынужден был отказаться от нововведений и, в общем, играть в тот футбол, который именно принят в Италии. Ведь многие команды прежде всего опираются на оборону или на крепкую середину поля. Ведь вспомни, как играл в прошлом году Ювентус. У него был мощный кулак в середине поля в лице Виера и в лице Эмерсона. И в результате как раз ввиду этого кулака получали возможность туринцы организовывать быстрые выходы из обороны. Кстати, между прочим, Виера в них был не последним человеком, скорее опорным, таким глубоким опорным был Эмерсон, а перед ним действовал Виера. Но вот Виера, наверное, в этой ситуации будет, сказать, играть классическую свою роль, к которой он привык в Арсенале, игроком Арсенала будучи. Есть по стопу футболисты, которые, конечно, гораздо более изобретательный, но это, наверное, спорный момент, что даже гораздо более изобретательный, но, по крайней мере, который гораздо лучше себя чувствует на позиции под нападающим, это уж Фигу. Ну, а насколько Фигу многогранен в своем таланте, наверное, убедил он всех уже по прошлому сезону, когда вписался на закате лет в такой сложный чемпионат, как итальянский. Фабио Ливерани неплохо обыгрался с партнером. Теперь навес, и Тольдо, пожалуй, впервые в сегодняшнем матче действует неуверенно. Я обращу твое внимание, что здесь уж больно сложная была передача Паскуаля. Хотя нет, сейчас с тобой соглашусь, все-таки, наверное, вратарь такого уровня, как Тольдо, должен фиксировать мяч в избежание неприятностей. Ведь давай представим, если там был игрок не Интера, а Фиорентина, скорее всего, был. Ну вот Рикардо Монтолева, о котором я, наверное, все уже рассказал, появляется на поле вместо Фабио Ливерани, который, ну, пытался в меру сил завязывать комбинации в середине поля в первом тайме, у него это делать не получалось. И опять же не в последнюю очередь, потому что с ним плотно работали Дакур и тот же Камбьяса, например. Массимо Гоби тоже уходит с поля. Такая двойная замена. Реджинальдо, это нападающий. Еще один в помощь. Кто не выходит? В прошлом году выступал за Тревиза. Вообще принадлежал в тот момент Удинезе, но Удинезе славен тем, что как раз ищет молодых до ранних по всему миру. Вот один из таких был Реджинальдо. Быстро его увидела Фиорентина, пыталась подписать с ним контракт еще по ходу прошлого сезона, удалось это сделать. И с ним, кстати, с очень неплохим полузащитником Паравичини, опорным, но не прошел состав, пришлось отдать в аренду Паравичини. Я об этом обязательно сообщу в обзоре, который состоится во вторник. Как обычно, у нас теперь обзоры, начиная со следующей недели, в том же виде, что были в прошлом году. Пока Фиорентина в атаке, посмотрим, что принесут ей видоизменений, которые придал игре команде. Не игре, пока составу команде Чезаре Пранделли вот в эти минуты. Дакур сыграл на перехвате, но вот атаку завязать не удалось. Там пытался Ибрагимович за этот мяч зацепиться.
И теперь левым флангом атакуют хозяева. Паскуаль, он был активен, в общем-то, привычно по ходу первого тайма, но пока вот КПД не очень высок. Вот может быть очень опасно, удар по воротам. Здесь Майкон. Майкон не дал Тони ни единого шанса. В общем, и на опережение сыграл, и просто сблизился с игроком, выиграл борьбу за мяч, и дальше уже довольно хладнокровно, находясь в своей штрафной, разобрался в этом эпизоде. 10 минут сыграно во втором тайме, по-прежнему 0-2. Хозяева проигрывают Интеру и атакуют. И повыше. Реджинальдо. Хороший финт, вход штрафную. Здесь замечательно Виера играет. Вроде как, но потерял мяч. И атака-то продолжилась. Фиорентина, если бы Павлуша только дотянулся до мяча, уходившего за лицевую линию. Ну что, неплохой финт. Попался на него Матерацци в этом эпизоде. Отметим, первые действия Реджинальдо в новой команде получились довольно удачными. Там показалось, что на какую-то секунду-другую забыли гости об Адриане Муту, но это только показалось, потому что четко контролировал Виера ситуацию, и как только пошла передача на Муту, Виера в 2 шага оказался первый на мяче. Паскуаль, Донадель. Хорошо в стеночку играют, так сразу и Виера обошли, его партнера. Майкон перед Паскуалем. Паскуаль с ним сближается, отдает передачу на Тони. Это его. Вот это его. По-моему, впервые за сегодняшний матч прошла коронная комбинация в исполнении Фиорентины образца прошлого сезона. Подача Паскуаля, удар Тони. Ну вот, в прошлом году Тони получше в этой ситуации, наверное, сработал. Не будем его строго корить. И как-то неубедительно, совсем неубедительно играл Марко Матерацци в этом эпизоде. Он практически ничего не сделал для того, чтобы помешать Тони нанести удар. Так что будь удар, получить этот удар по убедительнее у Тони, и вполне возможно, что счет мог измениться. Дакур. Камбьяса. Назад. Ну и вот Фигу на своей позиции пошел вперед, заставил соперника свалить, и будет очень опасный штрафной. Корректно поступил Донадель, извинился сразу же. Донадель жесткий футболист, еще один птенец Чезаре Пранделли. В прошлом сезоне мы говорили о том, что много своих перетащил Пранделли в Фиорентину. Ну и вот в нынешнем сезоне опять своего взял, это Муту. Фигу мяча, может и пробьет. Далековато, правда, от ворот для нанесения удара, но, наверное, в такой ситуации как раз, может быть, стоит даже и разыграть. Хотя, вот по тому, как готовится к удару футболист, мне кажется, будет прямой именно. И стенка достаточно солидная для такого вот расстояния. Удар по воротам. И добить может сейчас, мог добить футболист Интера, но вот здесь все-таки Майкону помешали нанести этот удар из пределов штрафной. Там Паскуаль успел в последний момент. Отлично Фрей сыграл. Теперь вот я могу сказать, что выручил наконец вратарь свою команду. Отделалась Фиорентина легким испугом в виде углового. Подача с правого фланга. Ну и пока все безрадостно для хозяев. Выход двух футболистов на какой-то момент, показалось, оживил игру. И вновь Интер, как опытный заматерелый боец, что ли, взял и легким ударом, так, ударчиком отодвинул оппонента подальше. Вальтер Самуэль готовится выйти на поле. Не удивлюсь, если вместо Марко Матерацци. Да, так и есть. Несколько ошибок в его исполнении могли наблюдать за те почти уже 60 минут игры. Пока тоже не в лучшем состоянии находится Матерацци. И вот как его здесь в кавычках любят во Флоренции, да? Герой народного эпоса, но личность неоднозначная. Но, знаете, говорят, что скандальная популярность — это тоже популярность, так что вот Матерацци... В Милане его очень любят. При всех недостатках этого футболиста, уж в отсутствии желания действовать на пределе сил, обвинитель никто никогда не смел вообще. Попытка прессинга в исполнении Интера, но успехом не увенчалась, однако заставили подвигаться и
чуть понервничать оборону хозяев. Да, Интер отдал, в общем-то, территорию. Команда мячом владеет гораздо реже, но это вот картина, которую мы наблюдали по ходу большей части первого тайма, когда Интер очень опасно контратаковал. Так что вот я думаю, что такие выпады, которые мы видели в исполнении Фигу, и чем это в итоге обернулось опасным штрафным, там попыткой добивания, я думаю, что еще такое повторится. Реджинальдо, бесхитростная передача в штрафную, вновь Реджинальдо. Пока действует, в общем, в полузащите. Не знаю, какое ему задание, и не могу знать, дал Пранделли перед выходом на поле. Но довольно много суетится молодой футболист, бразилец. От своих ворот начинается атака хозяев. И фауши, и потери. Безрадостная картина для флорентийцев. Не узнают они свою команду. Майкон. Фидена Вейра. И дальше. По центру старается сейчас атаковать гости. Камбьясо. Очень хороший заброс. И можно даже забить. И 3-0. Что становится 3-0, и это уже, можно сказать, победа в этом матче, наверное, Интера. Вот Златан Ибрагимович забил свой гол. Ну что ж, 0-3. Фиорентина должна все-таки сохранять свое лицо, и мне кажется, теперь уже просто начать пытаться играть в футбол, чтобы для будущего, что ли. Все-таки не все же время Интер будет противостоять тебе. Будет команда и послабее, и непосредственные соперники. На первую очередь, наверное, Фиорентине надо было бы позаботиться о том, чтобы сохранить свое место в серии А по ходу нынешнего сезона, отыграть 19 очков и дальше уже смотреть в будущее. Ну и настоящий герой сегодняшнего матча Эстебан Камбьясо. 2 забитых мяча в первом тайме. И вот, если я все правильно понял, это его голевая передача на Златана Ибрагимовича. Давненько не проигрывала Фиорентина, 0-3. Я вот вспоминаю, в прошлом году команда ни разу крупно не проиграла. Не то, что дома, в гостях даже не проиграла. Дома вообще было одно поражение. Только от Лацио 1-2 уступила команда. В гостях самое крупное было от Самдоры 1-3. Ну, сейчас 0-3 пока. И что касается Интера, то тут тоже интересная довольно ситуация, что такой крупный счет в матче между этими командами встречался очень-очень редко. Собственно говоря, вот 3-0 это самая крупная победа Интера в матче с Фиорентиной на выезде. И датированы эти результаты 38-м и 40-м годом. То есть, сами понимаете, сколько уже поколений сменилось в составе той и другой команды. И, конечно, вот так безрадостно, беспросветно, что ли, Фиорентина в матче с Интером не играла. Смотрим, что получится в концовке, удастся ли сохранить лицо. Сейчас речь идет об этом. Это что касается Фиорентины. Ну, а Интер, скорее всего, одерживает первую победу. Здесь уже можно говорить, наверное, с 99% уверенностью. Смотрим пока за атакой Фиорентины. Она, опять же, ни к чему не приводит. Уйфалуша навесил. От нечего делать, что ли. Счет 3-0 позволяет, может быть, в какой-то степени и поэкспериментировать Роберто Манчини. Может быть, вот такую робкую надежду выскажу, что мы можем увидеть на поле сегодня Адриано, который заявлен в запас. Вообще, вот по поводу Адриано такая была очень большая дискуссия в Италии. Для многих стало шоком вот то, что он оказался в запасе, то, что он оказался задвинут на вторые роли. Досмотрим эту атаку. Удар Блази блокирован. Так вот, понятно было, что когда Креспо появился в Интере, когда его стали наигрывать как игрока основного состава, понятно было, что для Адриано наступают такие не самые простые времена. Был шанс, что его обменяют в Реал на Роналдо. В итоге эта сделка сорвалась. Сам Адриано раздал несколько бодрых интервью, в которых обещал забивать и забивать. Но вот начинает сезон в запасе. И пока вот с учетом того, что так уверенно смотрится в атаке и Ибрагимович, и Креспо, так перспектив для Адриано пока не наблюдается. Ну, посмотрим. Это всего лишь первый матч. Может быть, что-то изменится. Может быть, ему вернуться в Фиорентину. Был же у него опыт полугодовой, когда он выступал за эту команду. И, кстати, между прочим, болельщики к нему очень хорошо относились. Здесь 5 или 6 голов он забил за полгода. И, между прочим, я вот говорил о паре форвардов Муту Адриано.
Но здесь возникает вопрос, а как его использовать в Фиорентине? Есть же Тони. Тони очень хотел видеть Интер. Безусловно, летом это чуть ли не одна из главных приоритетных вариантов покупок была. Не срослось. И на радость, наверное, флорентийцев. Ну и, наверное, в стане Интера, может быть, и не слишком расстроились. Большую очень цену выставила Фиорентина за Тони. Тони долго колебался. В итоге Делавали его убедил, что от добра не ищут. Решили из него сделать нового культового персонажа у Флоренции. Ну что ж, вспоминается сезонный того же Батистута за Фиорентину, когда команда ничего особенного не добивалась, а Батистута исправно забивал. Ну, по прогнозам многих в Италии, перед началом проводятся такие опросы, вот безоговорочное преимущество вот, в плане того, кто выиграет чемпионат, в плане того, кто станет лучшим бомбардиром. Это Интер и Тони. Вот, несмотря на все невзгоды у Тони, летом имеется в виду, сначала не слишком гладкий чемпионат мира, всего лишь 2 забитых гола, а далее непростая тяжба с продлением или не продлением контракта с Фиорентиной. Тони в команде, Тони имел один, ну, такой полуголевой момент, во втором тайме не забил, в результате Фиорентина проигрывает 0-3. Без голов Тони в Фиорентине очень плохо. Ну, а Интер уверенно контролирует ход матча. И вот мы видим, заговорили в начале второго тайма о более прагматичном футболе в исполнении команды Роберто Манчини. Но вот такой прагматичный футбол по изначальной расстановке, по игровой философии, да, он может приносить крупные победы. Вот то, что мы имеем на данную минуту. И очень хороши все 3 центральных полузащитника. Вот был эпизод, когда вроде бы свежий, да, и активный Реджиналдо пытался добраться до мяча и очень спокойно опередил его Виейра. Ну, при исполнении своих прямых обязанностей. Ты знаешь, вот смотря на игру Интера, мне вот почему-то показалось, что если вот центральные полузащитники Виейра, Камбьяс и Дакур до конца сыграются, это будет что-то страшное для всех команд. И с такой троицей пройти полузащиту Интера, Фиорентине, безусловно, это не удается по ходу сегодняшней игры, но и другим, Роме той же, Милану будет очень сложно это сделать. А ведь без прохода, нормального прохода середины поля, вот давай смотреть за развитием атаки Фиорентины. Вроде задержался Виейра. Пока удается здесь покомбинировать, подержать мяч. Развитие атаки вроде идет, да? Браво, кто-то крикнул с трибуны, но атака Фиорентина продолжается. Можно забить 1-3. Настроение у флорентийцев стало чуть лучше. Лука Тони. За что желтая карточка? А гол-то засчитывают? Нет, гол-то засчитали. А вот за что желтая карточка? Свистит стадион, просто не понимает. И я, честно говоря, не понимаю. Играть еще минут 20. Давай смотреть за атакой. Это Муту. Качнул Майкона. Ну а это действительно координация Тони. Чистой воды был. В первую очередь, ввиду ее как раз незаурядной этой координации состоялся этот мяч. Из очень сложной ситуации бил Тони. Ему очень сложно было сложиться. Как-то вот отмечали мы в одном из материалов в футбольном клубе, что Тони, как никто другой в Италии, при такой фактуре, при таком росте умеет наклоняться взад-вперед, туда-сюда, и умеет как раз именно головой забивать каких-то невероятных ситуаций, переправлять в ворота мячи, летящие на расстоянии метра от газона. Вот что и произошло. 1-3, Тони с мячом. На правом фланге все-таки дала сбой оборона Интера. Там продавил и протоптал. Ух ты, как опасно! Лука Тони. Ну посмотри, какой координированный этот парень. Вот только что бил головой, а сейчас уже в падении через себя. Ведь тоже непростой эпизод. Проскочил здесь Кордоба, и Тони, не побоюсь, в принципе, опасный момент. Заставил он потрудиться вратаря, и очень серьезно Франческо Тольда. Вот ты сказал, что без голов Тони Фиорентине плохо, с голами Тони Фиорентине существенно лучше. Но вот я начал говорить о том, что правый фланг обороны Интера дал сбой, там Майкона все-таки продавил
соперник. И вот позволил Майтон сделать передачу, которая стала в итоге голевой. Надо сказать, что ему придется побороться этому бразильцу за место в составе. Напомню, что там есть Фабио Гросса. Но Гросса действует слева. Мы уже говорили о том, что здесь просто Манчини пришлось поменять их местами. Санетти, универсала Санетти, просто передвинуть на фланг. У Гросса проблемы со здоровьем. Ну да, я имею в виду, попасть в четверку вот этих защитников будет... Есть Самуэль, есть Бурдиса, не забывай, который тоже травмирован. Там набор на две команды в обороне. Так и вообще, если посчитать, то можно 11 человек без проблем насчитать из тех, кто сидит. Не попал в заявку, вот кто травмирован, кто сидит в запасе сейчас. Это просто. Очень мощный состав у Интера. И, конечно, мы вот говорили о том, что Фиорентина тоже как вроде не потеряла в составе по сравнению с прошлым годом, но сравнивать эти две команды нельзя. В некоторых позициях наблюдается равенство, а в каких-то, конечно, Фиорентина безусловно уступает. Алессандро Потенца вместо Томаса Уйфалуша — это футболист молодежной сборной Италии. Он играл на чемпионате Европы, который был в конце мая, в начале июня, проходил на полях Голландии. Италия тогда выступила не очень хорошо. Это в сравнении с собой образца предыдущих нескольких созывов. Вот Потенца, тем не менее, запомнился очень удачной игрой. Он отдавался в аренду в Мальорку и провел сезон там. Вот из Испании попал он в молодежную сборную, дальше его Фиорентина прихватила, а именно Пранделли. Довольно молодой состав у команды, средний возраст не очень высок, и это, безусловно, очень хорошо на перспективу, но, уже говорилось, Фиорентине надо решать конкретные задачи на данный момент. Вот Потенца вышел на правый фланг. Я сразу вспомнил матч, по-моему, стартовый поединок сборной Италии с Данией. Вот там как раз Потенца организовал первый гол в ворота датчан, если не ошибаюсь. Он там его и забил, организовал и забил еще. Ну да ладно. С мячом Фиорентина, Дайнелли, Донадель. Можно направо перевести, так и есть. Вот тот самый фактор гола, о котором часто принято говорить, может быть такая банальная вещь, но забила Фиорентина и тут же создала еще один момент усилиями того же Тони. И так чувствуется, ожили и болельщики, и команда в целом. Ты знаешь, Интер, конечно, не Ювентус, это не... Это, конечно, не красная тряпка для Фиорентины, как вот я говорил, Ювентус, но, тем не менее, очень недолюбливает эту команду Флоренции. И, кстати, удивительно. Пока смотрим за действиями Реджинальдо и Тони. Не могу сказать, что это тандем, основной тандем нападающих. Уже говорилось, Пранделли немножко другую игру хочет видеть, немножечко другой игровой рисунок. Ну вот травмы не позволяет ему на данный момент пробовать этот рисунок на поле. Фигу. Направо Майкону. Такур. Потерь немножко больше стало у Интера, да, в середине поля. Обратите внимание, вот ввиду как раз этого Фиорентина получила возможность побыстрее переходить в центр поля и использовать элемент неожиданности на подступах штрафной. Вот уже хозяева пытались прессинговать около линии чужой штрафной. Попытка, в принципе, успехом не увенчалась, но и такой достойного выхода из обороны в атаку у Интера не получилось в этот раз. Паскуаль назад, и здесь уже Гамберини. Дайнелли с мячом. Дайнелли. Да. Кстати, между прочим, новоявленный член сборной Италии. Много игроков, которые, кстати, раньше вступали за Перуччо. Поймался на мысли, Матерацци уже ушел с поля, а ведь еще Гросса, ну не на поле, пока в резерве. Тут же, кстати, Дайнелли. Кстати, у Фабио Гросса сын родился на прошлой неделе. Вот, может быть, очень хороший подарок со стороны команды. Я, кстати, думаю, что не в последнюю очередь именно по этой причине Гросса в стартовом составе. Травма травмой, но есть еще и психологический момент.
даже думаю, что это в большей степени повлияло на отсутствие игрока сборной Италии на поле в сегодняшнем матче. Ну что, есть еще время у Фиорентины, минут 15, может быть, чуть больше на минуту-другую. Ну и я смотрю, что у Интера будет вторая замена. Может быть, как раз тут и Гросса выйдет. Майкон вроде как в последние минуты довольно много ошибается и в передачах, и в обороне ошибается. Но вот обратите внимание, опять атака идет через левый фланг, Паскуаль навешивает. Ну да, здесь одно идет от другого. Несколько раз подряд не слишком, может быть, удачно сыграл Майкон. И сразу же Фиорентина стала нагружать именно этот правый фланг обороны Интера. Ну, кстати, игра не грубая. Она типично итальянская, в меру жесткая. Пока все в пределах допустимого происходит. Да, и мы это отмечали. Вот одна желтая карточка, так мы в итоге, по-моему, и не разобрались, за что же был наказан вследствие своей голевой атаки Лука Тони. Ну ладно, это дело прошлое. Замена, и Станкович выходит вместо Патрика Виейра. Очень неоднозначная пресса в Италии у Дэна Станковича. Никто не отрицает его талант, но вот после ухода из Лацио в Интер проявить себя сербу никак не удается. Фигу. Как интересно сейчас будет перестроена игра. Станкович на фланге, да? В два. Вот куда просто Станкович пойдет? Ну, наверное, Фигу как раз на правый фланг может уйти, а Станкович на левый. По стандартнее будет играть сейчас. Виейра и Дакур в центре. Сейчас главное уже не забивать голы, а главное их не пропускать для Интера. Или, может быть, что-то другое Манчини придумал. Но не пропускать это, естественно, не значит сжаться к своим воротам. И вот такое наступление в исполнении Интера, как активная форма обороны, в том числе, я думаю, что это такая игра, которая будет на последних минутах матча. Ну и при случае, конечно, могут еще и нападающие о себе напомнить. Но пока хозяева атакуют, и есть здесь пространство. Потенца пошел вперед. Причем он не менее активен, чем Уйфалуши. Реджинальдо. И подача в районе 11-метровой отметки на Тони. Безусловно, борьбу нападающий навяжет, а дальше уже зависит от мастерства защиты. Мастерство не подкачал Дайнелли. Нет, пока Фигу по-прежнему в центре. Ну а хозяева атакуют уже левым флангом. Здесь пытался Муту пробиться, но не удалось. Ты знаешь, прессинга не ощущается все равно в действиях Фиорентины. Вот забили гол, еще один момент имели. И сказать, что команда ведет игру, нельзя все равно. Мануэль Блази пошел вперед. Здесь пытался мяч ему вернуть Паскуаль. Не получилось. И уже Станкович назад на Дакура. Оливье Дакур. Неточная передача. Донадель транзитом через партнера на правый фланг. Вот здесь может быть опасно. Удар по воротам. Это передача и гол! Гол! Счет становится 3-2. Ну вот она интрига, о которой мы мечтали, на которую уже не надеялись. Но Лука Тони ее нам возвращает. Какой же молодец этот нападающий. Он забил опять же в первой своей игре в новом сезоне. Уже дважды забил. Ну я отмечу здесь все-таки Рикардо Монтолева. Это он сделал передачу на Реджинальдо. И, конечно, отмечу передачу Реджинальдо. Точную в голову Тони. Сейчас посмотрим на повторе. 2-3 счет становится. Это уже интересно. 79-я минута. Но лицо Фиорентина уже сохранило. Вернее, даже помог ей сохранить это лицо Лука Тони. Пора второй памятник заказывать, наверное. И ставить его рядом с Батистутом. Или ты считаешь, еще рано? Ну, вопрос, из какого материала будет этот памятник сделан. А какая разница? Тут же важен просто сам факт памятника. Смотри, Реджинальдо. Во-первых, отвоевал мяч.
Ну и какая же передача? Идеальная просто. Кордоба Идеальная остался передача. неудел. Ну и что, вот замена произошла, да, у Интера ушел Матерацци, а оба мяча из центральной зоны. Вот Вальтер Самуэль. К вопросу о белках. Много, очень много на корабле у Интера игроков, а вот не хочу сказать, что толку от некоторых немного, но тем не менее наталкивает на мысль, что не все в порядке в обороне команды. Донадель получает желтую карточку. Шанс для того, чтобы получить небольшую передышку у Интера, вот теперь уже так можно говорить. Совершенно неожиданно игра приняла очень такой острый оборот. И еще достаточно много времени у Фиорентины для того, чтобы не только сохранить лицо, но и попытаться спасти этот матч. Но сейчас надо отбиться. Лучший мяча. Опять суматоха у ворот. Самуэль пошел в чужую штрафную, и мне показалось, что вот именно ему мяч в руку в итоге попал. Там еще и вне игры там был, нет? Ну, как бы то ни было, удар от ворот. 10 минут еще играть. 2-3 счет. Игра весьма любопытна. Для восприятия, для просмотра, для анализа, для всего. Отличный пас Тони, Реджинальдо! Понравился мне этот нападающий уже. 20 минут, 25 играет, а толку от него довольно много. Там на втором тайме. 3 форварда. Мы об этом не забываем. Муту, Тони и Реджинальдо сейчас работают на переднем рубеже атаки Фиорентины. Действительно, там был офсайд вот при подаче Фигу со штрафного, но все-таки буду настаивать на своем, и в руку там Самуэлю мяч попал. Но в любом случае это уже не принципиально. Не торопится Интер вводить мяч из-за боковой. Смотри, как Интер уже, наверное, даже поплыл в какой-то степени. Сейчас бы поджать Фиорентине и посмотреть, что действительно представляет собой Интер, когда у него игра не очень-то клеится. Ведь заметь, последние 20 минут так и происходит. Удивительная игра в футбол, в чем и мы, и наши уважаемые телезрители могли убедиться вот хотя бы на примере вот этого очень интересного, очень хорошего матча. Очередной заброс к линии штрафной. Там, ну, не может же Тони выигрывать все, что летит в его сторону. Сейчас не сумел оттолкнуться как следует, опередили его, и придется повторить попытку. Там обозначал прессинг Ибрагимович. Кордоба. Вторым темпом атака Фиорентины. И очередной навес туда, где расположился Лука Тони. Но, правда, вот чуть-чуть силу этой подачи не рассчитал его партнер. Но мяч оставили флорентийцы в поле. Тони. Майкон здесь на месте, но вот Тони как-то поторопился и с передачей. Ну, кстати, еще один футболист, который оставил след свой в Перудже. Мы об этом команде уже говорили, от Мануэля Блази. И еще одна замена будет у Интера. Эстебан Камбиаса, главный герой, пока главный герой сегодняшнего матча, но я думаю, что Тони уже его догоняет стремительно. Уходит с поля, и выходит Фабио Гросса. Ну, Гросс отправится на левый фланг, Сане теперь идет на правый. В центре Самуэль уже действует давным-давно. Фиорентина завелась. Может быть, в игре опять
можно найти какие-то огрехи до сих пор. Они никуда не могли испариться за 35 минут. Но тем не менее, по крайней мере, видно, что у команды есть желание. И мне очень нравится, как Монтолева работает здесь в середине поля. Смотри, Павбор осуществляет это от большого желания. Вот потеря возможная была, но подстраховали партнеры, конкретно здесь Потенца. Вот уже и Гросса вступил в игру, а партнеры мяч теряют. Муту. Ох ты, вот это он перестарался здесь. Вполне мог Майкона обыгрывать 1 в 1, разворачиваясь. Паскуаль. Муту. Сразу двое бросаются на Муту, а он здесь вроде как угловой, показалось, заработал. Судья другого мнения или нет? Все-таки угловой. Боковой судья сигнализировал главному. Ну и здесь посмотрим, что было. Трудно сказать вот с этого повтора, но в любом случае... Да нет, там было видно, что угловой мяч задел коленку футболиста, вот, не коленку, а ногу. То, что задел, Майкона. я совершенно не спорю. Дело в том, что было непонятно, в поле или уже за пределами остановил мяч Тольда. Навес. Монтолева, подбор за ним и удар. Может быть, и поторопился молодой футболист в этом эпизоде. Вполне мог сохранить мяч. Сейчас пришлось уже вот длинной передачей искать партнера на линии штрафной. Неплохо на перехвате. Кто это там? Донадель как раз. И здесь уже штрафуют. И вот мне показалось, без нарушения правил отобрал. Ну да ладно. Готов скушать этот мяч Донадель. Да нет, борьба была просто за мяч здесь. И просто кто был понастойчивее, тот и прибрал его к ногам. А сначала потом к рукам уже. Но это вперед не идет, обратите внимание. Только вот за счет длинных передач есть впереди Ибрагимович. Вот он. Ну да, и шансы, по идее, должны возникать, потому что Фиорентина сейчас может пойти ва-банк, терять действительно нечего. -1 мяч, и игра пошла в последние минуты. Ну а вот такие забросы на Ибрагимовича, они будут иметь место. Ну и он тот самый форвард, который много времени на обработку мяча не тратит и бьет практически сразу. Вот то, что он сейчас показал. Хватит ли у Фиорентины время? Паскуаль. Идет вперед, за ним Майкон, Дакур и Майкон. И вот сбивают здесь. Кого? Ага. Мирок определяет Розетти и желтая карточка за симуляцию. Очень сложно здесь судить. Контакт был. На скорости был Паскуаль. Ну уж точно никакой симуляции речь здесь не идет, и желтой карточки не пахнет. Оставим на совести Розетти этот эпизод. Что-то он награждает раз за разом игроков Фиорентины желтой карточками. А вот с Интером как-то помягче. Фол в атаке. Ибрагимович перестарался. Вот не удается мяч вот здесь удержать не фол. Интеру. Судья какую-то непонятную, мне кажется, позицию на поле занял. Остается играть совсем чуть-чуть. Реджинальдо, Тони, Реджинальдо. Дакур его преследует, пас налево. Блази хорош, удар по воротам, вот удар подкачал. Накольчатый ты наш, куда ж ты поторопился? Как бы сказали болельщики Фиорентины сейчас. Но обрати внимание, обыграл дважды. Вот здесь уже можно посмотреть направо-налево. А там же справа Реджинальдо, а в центре Тони. А он бьет. Похвальное желание футболиста брать игру на себя. Но при счете 2-3 надо играть уже, наверное, наверняка. Тем более, когда есть шанс. Непонятно откуда взявшийся шанс спасти игру. Муту. Санетти вот так легко погладил по спине. Мяч остался у хозяев. Монтолева затянул здесь. Все-таки не хватает ему выдержки еще. Молодой слишком. Работать и работать над этим. Фигу. 1 в 1 вполне обыграть может, но Фигу тащит мяч сам. Не торопится футболист Интера. Ох, какая передача-то, а. И Донадель наступает на ногу. Ибрагимович. Массаж стопы. Легкий, да? Но нарушения никакого не было, опять, по мнению Розетти. Блази ошибается. Фрейд. Креспо уходит вправо.
И 2-4-2 счет не становится после передачи Креспо и удара в кибу. Разреженное пространство штрафное. Ну какая разница, как проигрывать? 2-3, 2-4. В общем, от такой концовки Фиорентина, наверное, мечтать не могла еще минут 30 назад. И, наверное, безусловно, будет обидно. Ведь, по сути, неудачный, ну, не скажу провальный, но очень неудачный первый тайм поставил крест на надежду. Фиорентина хотя бы в ничью сыграет. Получается уже так. Ибрагимович. 3 минуты судья добавляет. Еще 3 минуты есть у Фиорентины для того, чтобы спасти вот этот матч. Реджинальдо. Направо отдать надо. Здесь игрок открывался. Но вот Станкович тактическим фолом остановил игру в середине поля. Все правильно. Мне кажется, не очень правильно сыграл Реджинальдо. Тут же главное было как раз быстренько пройти середину поля, отпасовав направо, имел возможность футболист уйти. Реджинальдо. Из последних сил работают футболисты Фиорентины. Пас налево, Паскуаль, подача! Никого нету. Где ж ты, Тони? Но Тони и так сделал, пожалуй, даже больше, чем можно было от него ожидать, учитывая вот то, что несколько затянулся процесс восстановления, набора формы после чемпионата мира. И, в общем, эти два мяча, которые вернули Фиорентину к жизни, конечно, ну не на памятник, но на восторженные заголовки в газетах, наверное, Тони уже наработал. Блази. Вперед идет Фиорентина. Реджинальдо. Блази открывается по правому флангу. Реджинальдо играет по-другому. Пас направо. Блази. Надо подавать. Времени уже нету. Реджинальдо спиной к воротам. Потенца. Ой, куда он запотенцал-то мяч. И здорово мяч корпусом укрывал Ибрагимович. Заставил соперника нарушить правила. Негодует стадион. Паскуаль, конечно, делает все от него зависящее, чтобы в рамках правил отобрать мяч не получилось. А время идет. Времени совсем чуть-чуть. Минутка, какая-то минутка осталась. Хороший у нас старт сезона, такой матч, и, безусловно, я уже говорил, что пища для размышлений и по интриге, и по игровому рисунку, в общем, и по всему этот матч удался. Да, мы увидели новый Интер, который при всей вот прагматичности этой схемы, да, он достаточно симпатичен. И мы увидели Фиорентину, которая бьется до последних секунд. Фиорентина в своем репертуаре. Может приложить кого угодно, может проиграть, как угодно. Ну вот, как угодно не получилось, получилось в борьбе. Ну, пока еще 30 секунд, но что-то мне подсказывает уже мое чутье, что за 30 секунд с мячом владеет Интер. Очень сложно будет даже к воротам подобраться. Шанс уходит. Ну ничего, в общем, Фиорентина показала, что состав у нее очень даже серьезный, для серьезных дел. Вот только минус 19 очков. Это тоже очень серьезно. Желтая карточка, но вот теперь футболист Интера ее получил, Златан Ибрагимович. Ну а Интер может посвятить вот эту победу памяти великого Факетти. Произошли в очередной раз изменения в руководстве клуба. Вернулся официально на пост президента Массимо Моратти. Но вот считалось, и он сам так признавал, что вроде как он не фартовый, да? При Факетти в роли президента Интер стал чемпионом, пусть и путем вот не совсем, может быть, футбольным. Но посмотрим, фартовость, не фартовость. В любом случае, в первом матче одерживает победу Интер в новом чемпионате Италии. Ярчайший матч, интригующий. Эту интригу нам подарила именно Фиорентина. Ну а Интер сыграл свою силу чемпионскую. А именно Интер является чемпионом Италии. И сделал первые свои 3 шага к уже не к 14-му, а к 15-му скудетто. Два Меняются футболками футболисты. Конечно, главный персонаж Тони, 2 мяча. Ну и 2 мяча, и Камбьяса. плюс еще голевые пасы Эстебана Камбьяса. Так что герои у нас разделились. Кто-то, наверное, будет считать героем матча Эстебана Камбьяса, кто-то Лука Тони. Но в сути это не меняет. 3-2 победа Интера, выездная. Фиорентина остается с минус 19 очками. Тяжело это воспринимать, наверное, болельщикам Фиорентина. Ну так уж от этого никуда не денешься. Ну а у Интера плюс 3.
С вами были Олег Пирожков, Дмитрий Савин. Наблюдайте за статистикой и оставайтесь в серии А еще очень долго. Всего доброго. Не падайте духом, болельщики Фиорентины.